Глава Ингушетии сегодня выступил и на парламентских слушаниях в Госдуме, которые были посвящены основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Залина Могушкова расскажет. В основу подготовки главных направлений бюджетной и налоговой политики вошли национальные цели на ближайшие 6 лет, обозначенные в майском указе Владимира Путина. Об этом заявил в своем выступлении первый вице-премьер правительства России, министр финансов страны Антон Силуанов. Среди этих целей – повышение темпов роста экономики до среднемировых, обеспечение роста реальных доходов населения, снижение бедности, повышение роста пенсий выше темпов инфляции. Добиться этих целей возможно только путем ускорения экономического роста. Как это сделать? Это сделать возможно только путем стимулирования экономической активности и инвестиций в основной капитал. Сейчас инвестиции у нас составляют порядка 21,5% валового внутреннего продукта, а необходимо довести этот показатель до 25% с тем, чтобы обеспечить достижение планируемых темпов роста. И именно на эту цель сориентированы основные направления бюджетной налоговой политики. На парламентских слушаниях также было предоставлено слово главе Ингушетии Юнусбеку Евкурову. Он сообщил, что с 2016 года на федеральном уровне принимаются меры, направленные на оптимизацию требований к регионам, получающим дотации, для обеспечения мер по поэтапному переходу к самодостаточности. Республика в целях исполнения обязательств бюджета наращивает ежегодно сбор налоговых платежей, находит понимание в Министерстве финансов Российской Федерации по бюджетному кредиту. Спасибо за это и министру, и заместителям. Но при этом должен сказать, что мы максимально уходим от долговой ямы по линии коммерческих кредитов. Мы проводим политику по оптимизации бюджетных расходов согласно плана финансового оздоровления республики, разработанного совместно с Минфином России. Только в 2017 году бюджетный эффект от этого составил порядка 300 миллионов рублей. Юнусбек Евкуров также отметил существенное отставание республики по социальным проектам по сравнению с остальными субъектами страны. Даже с учетом ФЦП мы сегодня отстаем по объектам спорта на 80%, по объектам культуры на 70%, образования на 60-65% и объектам здравоохранения на 47%. Это огромный разрыв, и, конечно, его надо заполнять, заявил глава Ингушетии. Сегодня мы в рамках различных программ, в том числе, реализуем указ президента Российской Федерации, где на 100% стараемся обеспечить дошкольным учреждениям детей. Также ликвидировали и минимизируем, опять же, трехсменку в республике. Строим объекты культуры, спорта. Но опять же проблема возникает в вопросах содержания этих проектов и объектов. Поэтому здесь я просил бы комитет по бюджету и лично Андрея Михайловича учитывать эти особенности при формировании, защите бюджета и в этом вопросе оказать нам содействие. Когда мы эти меры принимаем и смотрим, как выполнить задачи, которые перед нами стоят, мы всегда сталкиваемся с определенным проблемам, в том числе и по кадрам. Здесь тоже мы находим понимание и Министерства образования Российской Федерации, в том числе наращиваем кадровый потенциал, но все равно главная проблема – это содержание проектов. Сегодня примерная сумма, которая по году, это порядка 1,5 миллиарда рублей на те объекты, которые по новой вводим. Глава Ингушетии также обратил внимание на прозвучавшее в ходе слушаний предложение министра финансов России Антона Силуанова перенести с регионального на федеральный уровень полномочия по лекарственному обеспечению пациентов с орфанными заболеваниями. По словам министра, в бюджете будут учтены ресурсы для большей доступности медицинских услуг, возможности занятий спортом. Особое внимание будет уделено борьбе с онкологией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Федеральный центр забирает на себя эти обязательства. То есть главное даже не регионам помощь, хотя это существенная помощь регионам. Например, республика должна была по году порядка 180 миллионов рублей. Но самая главная помощь – это тем людям, которые больны этими заболеваниями, и родным и близким, которые постоянно в ежедневном режиме с этими сталкиваются. Ну и, пользуясь случаем, Антон Германович, просил бы все-таки посмотреть, и я думаю, что главы региона поддержали бы здесь, также полномочия по фонду обязательного медицинского страхования забрать на федеральный центр, потому что это была бы существенная помощь для регионов.
По итогам парламентских слушаний, где каждый из присутствующих высказал свою точку зрения, будут приняты определенные законодательные решения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Здесь присутствовали 242 участника, в том числе представители правительства России, счетные палаты, Федеральной налоговой службы и других ведомств, а также эксперты, представители регионов, деловых кругов и депутаты от всех фракций Государственной Думы. Залина Могушкова, Новости 24.